Намасте. Друзья мои, очень удобное слово, которое означает одновременно и здравствуйте, и до свидания. Только что посетили мюзикл, переполняет столько эмоций. Друзья мои, это непередаваемое ощущение. Ну что, баштадык панда? Such a perfect day, but we were so laid back, just watching the way. Всем привет! Қандайсыңар, маанайыңар жақшыбы? Біздің маанай өте мықты. Емне үшіндігіне біз жаңы ТВ долбоорусты баштап жатабыз. Анын аты Number One Travel. Number One Travel – это передача о путешествиях, друзья мои. И это означает, что вы вместе с нами будете путешествовать. И первая страна – это сказочная Индия. Да, это сказочная Индия. Вы знаете, не смотрите на наш вид. Дело в том, что сейчас 5:10 утра. 5:10 утра, вы находитесь у нас дома. Меня зовут Самат Дулбаков. Это моя очаровательная супруга Аида Дулбакова. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам будет очень-очень это интересно. Мы максимально постараемся это все передать. А теперь в путь. Поехали. До встречи. Анда эмесе алгач эле өзүбүздүн кийимдерибизди жол куржунубузга сала баштадык. Индияда азыр өтө эле ысык, күндүз 40 градустан өйдө. Ошондуктан жаныбызга көбүрөөк жайкы кийимдерди алып жатабыз. Жол чемоданына кийим салуу боюнча өзүнүн эрежелери бар. Андыктан азыр кайсы кийимди кандай салыш керек экендигин кыскача болсо да көрдүңүздөр окшойт. Вот мы и движемся в сторону международного аэропорта Манас. Как вы знаете, расстояние между Бишкеком и аэропортом составляет около 25 километров и занимает порядка 40 минут езды. Приятно ехать по недавно отремонтированной и осветленной трассе. Ну вот, друзья, мы находимся на борту самолета Air Manas. Сейчас мы летим на высоте более 10 тысяч метров. Единственная компания, которая совершает полеты из Бишкека в Дели, это авиакомпания Air Manas. Время полета занимает около 3,5 часов. Разница по времени между Индией и Кыргызстаном всего 30 минут. Каждое наше путешествие застраховано компанией Аюгаран. Аюгаран всегда подберет уникальные страховые решения для каждого клиента. Дорогие дети, добро пожаловать в аэропорт Индира-Ганди, города Дели. Температура воздуха 29 градусов выше нуля. Bizden çıkanlar için Ermanas ve kampanyasından razıçılık bildiririz. Мы приземлились в Дели, в столицу сказочной и многоколоритной Индии. Друзья, мы сегодня вам расскажем и покажем наше незабываемое путешествие в Индию. Я уверена, что для многих из нас Индия с детства ассоциируется с кино и такими актерами, как Митхун Чакраборти, Амитабх Баччан, Ашварая Рай. Урматтуу достор, Индияга болгон саякатыбыз алтын 3 бурчтук деп аталат. Анткени саякатыбыз Индиянын эң көрүнүктүү Дели, Джайпур, Агра шаарларын кыдыруу менен өтөт. Всегда, когда выходишь с аэропорта, в первую очередь все пассажиры идут за багажом. То есть есть специальное место. Сначала мы должны пройти таможенный контроль. Вот. Показать свои паспорты, сделать. Они должны поставить визу о регистрации, что мы зашли на территорию Индии. Вот. А потом мы идем сразу же к багажу. Видите, индийский аэропорт признан, оказывается, 2 года подряд самым лучшим аэропортом в мире. Если честно, я очень сильно удивлен этому факту. Он хороший, большой, но вот, чтобы он самый лучший был, вот этого я не знаю, честно.
Прямо на выходе из аэропорта нас встретили сотрудники туристической компании Minar Travels. Нашим гидом по Индии, а в частности по экскурсии «Золотой треугольник», будет Amit, один из передовых сотрудников Minar Travels. Hi guys, my name is Amit Sharma. Так как Amit 10 лет жил в Москве, он просто великолепно разговаривает на русском языке. Amit и его команда тут же нас повезли в наш отель Radisson Blue Plaza, чтобы мы немного передохнули. Наш отель нам понравился по-особенному. Один из его самых главных плюсов то, что он находится неподалеку от аэропорта Индира Ганди. В общем, Number One Travel рекомендует данный отель. Индия – это самое удивительное государство в Южной Азии. По населенности Индия занимает второе место после Китая с численностью более 1,4 миллиард людей. Является крупнейшей страной в Азии и занимает 7-е место по территории. Столицей Индии считается город Дели, второй по численности после Мумбаи. Индия. Көп улуттуу өлкө десек жаңылышпайбыз. Элестетсеңиз, бул жакта 1600дөн ашуун тилде жана диалектте сүйлөгөн 500дөй улут жана уруу бар. Алардын көбү ири улуттар: хинди, бихар, панджаб, раджастхандыктар, бенгалдыктар, ассам, тамил, кашмирликтер жана башкалар. Алгачкылардан болуп Дели шаарына кирип бардык. Көз жоосун алган керемет шаарлардын бири болгон Дели Индия династиялары орноп турган мезгилде 7 башка шаарлардан өзгөчө биригүүсүнөн пайда болгон. Бизнес борборлору жайгашкан. Эски Дели мечиттери менен базарлары жана архитектуралык кооз имараттары бар. Нью Дели Дели шаарынын жана Индиянын борбору болуп саналат. Намасте. Друзья мои, очень удобное слово, которое означает одновременно и здравствуйте, и до свидания. Но мы хотим вам сказать здравствуйте. Сейчас мы находимся в самом центре Индии, столица Нью-Дели. Столица Нью-Дели расположена на северной части Индии численностью более, по неофициальным данным, более 18 миллионов людей. Мы сейчас находимся именно в сердце Нью-Дели. Называется это Connaught Place. Это деловой, административный, экономический бизнес-центр всего Нью-Дели. И политический тоже, кстати, да. Делинин белгилүү административдик Нью-Дели аттуу бөлүгүн көбүнчөсү Дели менен алмаштырышып, жаңылыштык менен Индиянын борбору катары карашат. В центре Нью-Дели расположился комплекс помпезных зданий, государственных учреждений, парламент, дворец президента, министерство, любимое место делийцев, где они проводят выходные дни и собираются вечерами большими семьями и компаниями, центральный проспект, соединяющий президентский дворец и ворота Индии. Дальше мы посетили еще одну достопримечательность Нью-Дели – памятник «Ворота Индии». Высота данного монумента составляет 42 метра, и по своему виду он напоминает нам знаменитую триумфальную арку в Париже. Индира Ганди открыла могилу неизвестному солдату прямо у ворот. И возложение венков является обязательной программой государственных визитов в Индии. Давайте пойдем и посмотрим поближе. Индия
дарбазасы бул Англия ооган согуш жана Биринчи дүйнөлүк согуш учурунда көз жумган индиялык 90 000 аскердин ысымы чегилип тургузулган эстелик. Көргөндө эле бул эстеликке кызыгып келген туристтердин саны арбан. Памятник возведен по проекту Эдвина Лачинса и торжественно был открыт в 1931 году. У подножия арки горит вечный огонь. Этот величественный монумент расположился в самом сердце живописного парка, который открыт для свободного посещения как для местных жителей, так и для туристов. Вы можете прийти сюда, чтобы посмотреть на эту достопримечательность Нью-Дели в любое время. मुझसे मिलाया है तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है. Андан кийин түштөнүү үчүн Делинин эң жакшы мейманканасынын бири Le Méridien отелине бардык. Бул мейманкана башкалардан өзгөчөлөнүп, өзүнүн дизайны менен таң калтырды. Ишенбесеңер, өзүңүздөр күбө болуңуздар. Отель Le Méridien Нью-Дели находится в 15 километрах от минарета Кутуб-Минар и в 12 километрах от храма Лотоса. Такие достопримечательности, как гробница Хумаюна и Красный форт, расположены в пределах 7 километрах от отеля. Ворота Индии находятся в 500 метрах. Ну что ж, друзья, как вы видите, мы находимся сейчас в отеле Méridien. Здесь на самом деле очень-очень шикарный интерьер. И как вы замечаете, индийская в целом кухня, она очень разносторонняя, она очень колоритная. Мы очень с семьей любим индийскую кухню. Здесь очень много специй. Здесь абсолютно в Индии можно будет очень легко стать вегетарианцем, скорее всего, потому что очень много есть, скажем так, бобовых культур, которые могут спокойно заменить мясные блюда. Посмотрите, пожалуйста, на вот эту весь ассортимент. На самом деле глаза разбегаются, не знаю, что выбрать. Возьмем немножко овощей. Так, вот это, по-моему, называется тхал, насколько я помню. Немножко возьмем. Это горох, либо это бобовые, опять же. Так, рис у меня есть уже. Котлеточку. Так. Давайте вот это что такое посмотрим. Здесь что-то из шпината, здесь что-то зеленое, скорее всего, есть шпинат. Еще что-то такое. В принципе, этого мне достаточно. Самат, а ты бы смог бы стать вегетарианцем? Но если бы я родился в Индии и моей религией был бы индуизм, у меня не было бы выбора. Но так как я истинный кыргыз, я не представляю свою жизнь без мяса. Пока мы находимся в пути, я просто не мог оторваться от своего нового телефона Samsung Galaxy S8. Пытался изучить его новоявленные функции, и вот что хотел бы выделить. Четкий, яркий и удлиненный дисплей с возможностью регулировки разрешения. Хорошие камеры во всех отношениях, 12,8 мегапиксель. Удобный интерфейс и шикарный звук в наушниках. Влага и пылезащита. В общем, этот телефон будет по вкусу всем. Однозначно рекомендую. Жолубузду улай дүйнөдөгү эң бийик кыштан коюлган мунара катары белгилүү болгон Кутуп мунарага да баш бактык. Мунаранын бийиктиги 73 метрди түзүп, орто кылымдагы индо-ислам архитектурасынын уникалдуу эстелиги болуп эсептелет. Ошондой эле бүткүл дүйнөлүк мурас катары ЮНЕСКО тарабынан корголгон.
талибанский правитель Индии Кутуб-Удин Айбек под впечатлением афганского джамского минарета, чтобы превзойти его, начал постройку минарета в 1193 году, но смог только завершить фундамент. Его наследник Илтутмиш достроил еще 3 яруса, а в 1368 году Фируз-Шах Туглак достроил 5-й и последний ярус. Мұнараның диаметрі 14 метрді, чоқысы 3 метрді түзет. Мұнара адамдарды сыйынуға ғана шақырбастан, жеңіс чоқысы қатары қолданылып, исламның күшін көргізіп тұрған. Аймақтың тынчтығын көзөмөлдөө үшін дағы қаралғанын айта кетпесек болбос. Дальше наш путь продолжился посещением мюзикла «Зангура. Принц цыган». Мы получили колоссальное удовольствие от просмотра данного шоу. Что уж говорить, смотрите сами. Мы только что посетили мюзикл в комплексе Kingdom of Dreams. И у нас сейчас переполняет столько эмоций. Друзья мои, это непередаваемое ощущение. «Зангура», так называется мюзикл. Принц, Gypsy Prince, это то есть принц цыган, дословно перевод. Вы знаете, несколько фактов. Его начали ставить в 2010 году в июне. С тех пор по сей день показали более 2000 представлений. Вы представляете, это практически 5,5 лет подряд каждый день показывали это шоу. И причем только что мы сами были свидетелями, что здесь каждый раз аншлаги, полные залы. Невероятная энергетика, вы не представляете. Более 1000 смотрящих, это раз. На сцене более 200 артистов. За сценой более 350 вообще команды, которые все это организуют. И невероятные эффекты зала, световые, звуковые. В общем, здесь надо быть, друзья. Если вы в Дели, обязательно посетите вот это вот место Kingdom of Dreams. Вы получите максимальное удовлетворение. Ооба достор, Делиге саякаттанганда сөзсүз түрдө Kingdom of Dreams комплексине келип, Зангура мюзиклын көрүп кетиңиздер. Бул жердин ойдогон актерлору, ырдалган ырлары, бийлеген бийлери дегеле аурасы өзгөчө экен. Маанайыңарды толугу менен ачаарыңарга мен 100% кепилдик бере алам. Андыктан Kingdom of Dreams бул must visit. Чем дальше ты находишься вдали от родины, тем больше тебя тянет к ней. Заметила одну интересную вещь. Находясь за рубежом,
Мы с Аматом часто слушаем родные песни. Мы с удовольствием познакомили индийских друзей с кыргызскими любимыми песнями. Sakta deb özün bergen жалгыз сүрөм Сакталы ошол бойдон менде жүрөм Тириктешиң тамашалап турган This is like modern hip hop, Kyrgyz language. It's very nice song also. Anything it means the mother language. Попурларын гана эмес, рэперларыбызды да коюп бердик. Аларга аябай жакты окшойт. Ол жерде төрөлгөм деп ойлойм ар дайым. 4 мезгил мекенимде күз, кыш, жаз жайы. Дайым элимдин алаканы жайып, жаратканым буйруса бере, барыбызга начайым. Мен ишенген адамдар баралар мага ишенет. Бир максатты көздөсөк бошонобуз кишенден. Бийик учуп бүркүт сымал ала тоонун үстүндө Кыргызстандын муктаж салдым кошкондар бир кишиге. Бул чыгарма меники, менин энекемдики, угармандыкы сеники. Бизге кыргыз тил сабагын. Кыргыз ырларын угуп келип, кечки тамактануу үчүн The Grand мейманканасына келип калдык. Ну что ж, друзья, мы вкусно поужинали и немного устали с дороги. Наш первый день пребывания в Индии, в прекрасном городе Дели, подходит к концу. Следите за нашим путешествием в следующих выпусках Number One Travel. Анда эмесе достор, көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. До скорых встреч. Пока-пока. Ол жерде төрөлгөм деп ойлойм ар дайым. 4 мезгил мекенимде күз, кыш, жаз жайы. Дайым элимдин алаканы жайып, жаратканым буйруса бере, барыбызга начайым. Мен ишенген адамдар баралар мага ишенет. Бир максатты көздөсөк бошонобуз кишенден. У которой огромнейшая просто история. Thank you. Познакомитесь и окунитесь. Окунетесь. Все испортила. Hindi. Окей, мен сени сүйөм. Namaste. Men seni suyum. Say, men seni suyum. Men seni suyum. You can say? Okay, thank you.